Уже можно пустить вон вас. А почему не пускают? Вот права человека нарушаются международным сообществом. Просто, может, международное сообщество считает, что это территория суверенной Грузии? А с чего это ООН решила за нас, что мы хотим? В Объяснить? смысле за вас? Типа, вот это была территория Грузии. Добрый вечер. Добрый вечер. Я из города Хмельницкий, Украина. Вы откуда? Сухум, Абхазия. Грузия. Абхазия. Ну, это же Грузия. Нет, это Абхазия. Ну, это территория Грузии, Сухум. Это территория независимой Абхазии. Ну, какая независимая? Вот временно оккупированная, да, территория Грузии. А с чего вы взяли, что мы оккупированы? Ну, оккупировали, да, в 93-м году, по-моему, да. А кто нас оккупировал в 93-м году? Ну, с российской поддержкой, да. Почему Гибридные они войска, против да? нас оккупировали? Смотри, у вас вот помнишь, в 93-м году возле вашего совета министров, да, еще Шамиль Басаев танцевал, да, с чеченцами было, помнишь? В 93-м году этого не было. Сейчас я посмотрю, так. Скажу точно, какой это год. Совет министров. На фоне горящего... Так. Я понял за что. Да-да-да, на фоне Ну и горящего что? совета министров, да, там чеченцы танцуют, типа у вас. Было, Это не было. чеченцы вообще-то. Чеченцы, ну, этот, Басаев был и еще компания, типа, с ним. Это еще Хорошо, до... чеченцы тоже были, но с чего это чеченцы это оккупировали? Чеченцы нас Не, оккупировали? я говорю, то есть и чеченцы были, и Россия была, так, все. То есть российские войска есть у вас там? Нет, дружище, ты не прав. Российские войска есть там у вас? Российские войска мы позвали, чтобы они нас... Есть, вот именно позвали, да, вот Конечно, действительно, есть. оно ж так и работает, смотри, в Молдове, да, Приднестровье позвало российские войска, в Донецке и Луганске позвали российские войска, это ж так и работает, да, так и работает, да. Ну, Что именно смотри, так работает? вот так, типа, и работает, что это не захват, это вот... Не, давай сначала, давай сначала. Смотри, Давай сначала. я тебе вот что скажу, вас Россия хоть признала, как независимое государство? Да, Где? Нет. да. Не, покажи, где вас Россия признала независимым государством? В 8-м году это было. Не признала Россия, ты что, прикалываешься с ней? Ну, давай, найди где. Ой, блин. Ну, введи в Ютубе, например, 8-й год. Вот, я смотри, я ввел. Как сказать? Вот. Так. Хотя, да, пишет, да, что Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года, да, вроде, а ну сейчас посмотрю. То есть, получается, вас признала террористическое государство Россия, а потом Никарагуа и Венесуэла. Венесуэла, Науру, Вануату. Науру это, Сирия. Науру это где-то в океане, да, остров какой-то маленький, да? Да. Науру, да, понял, да. Вануату то же самое. Вануату тоже, да, Сирия. тоже маленькая, да, я понял, да, понял. То есть у вас очень хорошее международное признание. А в ООН вы есть уже? Вот в ООН нас не пускают почему-то. А почему не пускают? Почему Россия не может сказать, пустите в ООН? Смотрите, вот это государство, их признали уже Вануату, там что еще, бляха, я даже эти слова не знаю, Науру, так, Никарагуа, Венесуэла, уже можно пустить в ООН вас. А почему не пускают? Вот права человека нарушаются международным сообществом. Просто, может, международное сообщество считает, что это территория суверенной Грузии? А с чего это ООН решила за нас, что мы хотим? В Объяснить? смысле за вас? Типа, вот это была территория Грузии. Когда стала территорией Грузии Абхазия? Смотри, давайте так. Давайте, 91-й, 90-й год, да, вот в Советском Союзе, это была территория Грузии? Это была автономная республика в составе Грузии, составе Грузии, да. Советской Грузии. Да, то есть... Подождите, я дай скажу. Да. Дай я тебе отвечу. Да. Подожди, ты же спросил меня, правильно? Угу. Абхазия в составе Советской Грузии вошла в 1931 году, и то насильственным способом. А в 1993 году мы отвоевали свою свободу.
Еще Вот и раз, всё. смотри, что там было у вас там в 30-м, 20-м, это все сказки как с Крымом. Кто когда вошел, вышел. Вот 45-й год был, да, Ялтинская конференция, да, вот, о неизменности, да, границ. Правда? И Советский Союз, А когда... почему-то изменились границы. Нет, нет, не изменилось. Советский Понятно. Союз распался в точь по границам республик административным. Так же, как, вот смотри, армяно-азербайджанский конфликт, да, что на территории Азербайджана был Карабах, и армяне считали, что своей территорией этнической когда-то что-то, да. Вот все, конфликт приходит к концу, да. Армяне признают уже, да, что, ну, будет эта территория Азербайджана, потому что мировое сообщество, да, признает границы этих государств по границам республик. Ну так и есть, Все? да. А теперь послушай, если ты не знаешь, просто спроси, я тебе отвечу. Когда Советский Союз распался, Грузия, как независимая уже страна, вернулась к Конституции 1925 года, в состав Не. которой Абхазия не была. Не-не-не, покажи, где такое, что вернулась И поэтому- Конституция? Не-не-не, еще раз. Как она вернулась, если там совсем другие законы были уже? Вот так она и вернулась. Она сперва вернулась в 1925 год, Конституция, которая была написана. Ну, в общем, А тогда смотри, я в скажу так, состав смотри. Грузии Абхазия не входила. Это Тем можно, самым она это сказала можно Абхазии, это можно прощай. славоблудить, короче, там конституция, не конституция, да. Мировое сообщество, да, признает это территорией То Грузии. мировое сообщество, если меня не признает, это не означает, что меня не существует. Ты понимаешь это? Нет, смотри, дело... То, что мои права не защищены мировым Да, сообществом, смотри, я это уже значит, смотри, теперь наблюдаю. я тебе просто объясню, что ты вот, я так понимаю, что ты еще поддерживаешь, как и многие абхазы, поддерживают военную операцию в Украине, да? То, что я поддерживаю, это не означает, что, не знаю, там... Я спрашиваю, вот ты поддерживаешь военную операцию в Украине? Поддерживаю. Вот. И теперь смотри, я тебе расскажу, что такое мировое сообщество, да? Твое Не надо мнение... говорить, что такое мировое Не, сообщество. я объясню, как оно работает, да? Смотри. Не надо мне объяснять, я это знаю. Смотри, вот российские войска, да, оккупировали регион Самочабло в Грузии, да, то, что называют Южной Осетией, и Абхазию. После того, как Российская Федерация развалится, она идет к своему распаду, потому что она погибает, напав на Украину, ее армия уничтожается, блок НАТО, да, и все мировое сообщество поддерживает Украину серьезным вооружением. Да. Когда российская армия сдохнет, да, окончательно, будут окончательно решены все вот эти конфликты на постсоветском пространстве. Да, А в том каким числе, образом будут решить? да, очень просто. Значит, смотрите, в Молдову, да, в Приднестровье или войдут миротворцы ООН, да, или войдет Украина, а после этого войдут миротворцы ООН. У вас, да, А Украина причем в Приднестровье? попросит Молдова, да, чтобы помочь ей решить этот вопрос по союзному договору нашему. И все. А у вас... Смотри, я объясняю, у вас, да, будет, ООН примет решение, когда Россия уже будет задыхать, да, примет решение, да, ввести миротворцев, да, в Абхазию, да. Миротворцы зайдут, да, возьмут все под контроль, да, дальше и будет передача власти Грузии. Абсолютно все нормально, все как по международному праву. Да. Вы, конечно, будете... С чего вы решили, что это нормально? Объясни, можешь смотрите, объяснить, я же говорю, что я у объясняю. вас война это ненормально, Я а объясняю, что у нас смотрите. происходила война, Наоборот, это смотрите, нормально. наоборот, чтобы не было войны, будут миротворцы ООН. То есть, чтобы вы не говорили, что вас там грузины вырезают там или что, да. Это сказка, которая никогда Смотри, не... я говорю, зайдут миротворцы ООН, да.
у вас, конечно, будет, Просто у вас пелена будет, над нет, глазами смотри, у тебя, и у ничего ты вас не видишь, и после этого. будет свое, например, какое-то мнение, да, вы скажете там, я бы не очень хотел, чтобы миротворцы ООН заходили, я бы хотел, чтобы вернулось то время, когда Россия была сильной и великой державой, но ты же понимаешь уже, что такое Россия. Если мы, блин, бомбим, короче, территорию Российской Федерации, Белгородскую область, да, Кремль бомбили, ну это все, это уже остались считанные месяцы, годы. И все. Так что вас освободят. Годы. Да. Я понимаю, что тебе нельзя говорить там то, что ты думаешь, да, потому что тебя набутылят эти органы правопорядка, да. Но я говорю, что тебя освободят. Сухум снова будет одной из курортной столиц, так же, как и Батуми, да. Будет. Да. Можно спросить? Разрешаю. Можно такой вопрос Да, задать? разрешаю. Разрешение спрашиваю, да, хорошо. Смотри, вот я абхаз. Так. Я не считаю территорию Абхазии территорией Грузии. С чего? С какого перепугу и по какому праву Грузия хочет что-либо, не знаю, относиться к нам как к своей территории? С чего? Ну, смотрите. По какому праву? Очень хороший вопрос, да, очень хороший вопрос. Смотри, например, вот Украина в 91 году тоже стала независимой в таких территориях. Причем да? тут Украина, я пример говорю, тебе пример, да, говорю. Например, у нас в Закарпатской области есть район, где живут преимущественно венгры, да. Они могут тоже там говорить, а что это мы, короче, живем тут в Украине, типа, да, вот. Но вот Украина состоялась как государство, да, в таких этих межах. Все. А Грузия не состоялась в таких Грузия состоялась в таких территориях. Вот, в таких территориях Не в Советском Союзе она была в таких территориях, да. Абсолютно верно. Причем хорошо, это Советский Союз пройденное уже время, ты сам сказал об этом. Вот, правильно. Я тебе по факту тебе сказал, что после советского времени вернулась к Конституции 25-го года. Какой Конституция 25-го года? А какой Советский Союз тогда? Зачем мне Советский Союз Какой Конституция нужен? 25-го года? Что ты рассказываешь? Хорошо, ничего не нужно. Хорошо, абсолютно. Мы никуда не возвращаемся. Просто по факту. В 92 году, 14 августа 92 года, грузинские войска вошли на территорию Абхазии и началась война. Как это вошли на территорию? 20 сентября 93 года. Еще раз. Вот это то же самое, как украинские войска вошли в Донецкую область. Вот эту сказку я эту знаю. Абхазия была территорией Грузии. Я тебе здесь сказки не рассказываю. Еще раз, ну скажи, смотри, давай так. 91 год. Абхазия была территорией Грузии? Абхазия была территорией Грузии в 91 году? По факту нет. Юридически да, и по факту да. То есть, как это? Войска Грузии вошли на территорию Грузии, получается? Как это так? Ну, такого не было, я же тебе говорю, поэтому я тебе говорю, что если это была Грузия, вошли в состав на территорию Абхазии, вот и все. А расскажи мне про геноцид грузинов. Куда делись грузинское население Абхазии? А ну расскажи. Я помню вот эти, сколько беженцев было, я помню. Геноцид это грузинских Абхазии устроил? В Абхазии жили грузины до 92-93. Жили. Куда они делись? Жили. Они уехали. А почему? Что случилось? К себе в страну уехали. Подожди, стоп. Они жили, они там родились, их деды родились, они испокон веков, там много жило грузин, так, на территории? Испокон веков там никто не жил. Я тебе говорю, с 30-х годов, когда Сталин насильственным способом нас соединил с Грузией, начался переселенческий строй, так называется программа, которую не осуществляли до 90-х годов. Ну, до конца Советского Союза. То получается, смотри, вот то я правильно понимаю, что смотри. Испокон веков здесь жили. Хорошо, смотри, давай так. Сейчас тоже грузины живут. Давай так, если все тоже живут, то получается, и украинцы живут, и русские живут, куда и греки делись, живут, все здесь живут. Что случилось? У нас очень многочисленная нация, которая... Что случилось, что грузины пропали в Абхазии? Вот что случилось? Случилась война, с которой
после которой они уехали просто. почему они не уехали? захотели жить. А почему они не Потому захотели? что Грузии не стало здесь, все закрыто. Ну так смотри, вот Ну, если грузины захотели уехать, никто не, здесь их не останавливал. люди там жили, у них были дома. Почему им пришлось убежать? Расскажи мне про геноцид грузин в Абхазии. Ну, да Я тебе рассказываю, а ты вот смеешься, блин, и ухмыляешься надо мной. Как и что я тебе должен рассказать? Я тебе факты говорю, Смотри, правду говорю, а ты говоришь какие-то я сейчас посмотрю, сказочные... я точно числа не помню, но там было... Какой геноцид грузин в Абхазии было, скажи? Там было, Какой геноцид если я грузин? не ошибаюсь, было около полумиллиона беженцев грузинских, да, из Абхазии. Около полумиллиона. Я сейчас У посмотрю. нас всего было 500 000 населения в стране, а сейчас Сейчас, 250 так, смотри. тысяч. Вот, есть в Википедии, да, этнические чистки грузин в Абхазии. Вот открой, может, почитаем вместе. Может, там что-то неправду пишут, разберем. В Википедии то, что написано, мне без разницы, если Не, честно. так там нет, смотри, это же не просто придумали, там ссылки есть на конкретные факты. да. Просто придумали. Могут просто убийство и придумать. массовые Я могу депортации. зайти вот сейчас в Википедию и сам отредактировать Не, то, что там смотри, написано. там сдается ссылка, вот, и ссылка на международные Пускай документы. любую ссылку даю. Вот. Пускай. Вот, так смотри. То, ты что слушай, международный какой-то документ то был есть принят из-за того, тебе что... неприятно это слушать, да? То есть, ну, скажи так, Что были... именно, что именно? Хорошо, ладно, скажи, были убийства грузин в Абхазии? Конечно. Война была. Не, гражданские Умирали, грузины. и русские умирали. и Не военных, немцы не умирали. военных, гражданских грузин были убийства в Абхазии? Конечно, потому что они здесь жили. То есть и вы их убивали, потому что они там жили? Мы целенаправленно мирное население не трогали. Не, ну смотри, депортации грузин были? Депортации не было. А ну. Наоборот, после войны, после 30 сентября 1993 года, Да. многие грузины Вот, смотри. приехали сюда. Вот. Многие. Читаю, Дайте, смотри, послушай меня. я читаю. Я тебе рассказываю. Давай. Блин, спетлял. Вот. Открываем Википедию. До войны 1992 года грузины составляли до половины населения Абхазии. Да, по официальным данным, при доле абхазов не выше 1/5. Да. То есть абхазов было там около 20% только. Да, а грузин до половини. Підпишись на мій телеграм прямо зараз. Ось він, Попик. Це дуже і дуже важливо. Ютуб заганяє нас через скарги орків в тіньовий бан, і дуже багато відео не показуються людям вчасно. Не показується інформація про стріми. Тому для того, щоб ми мали оперативний зв'язок, підпишіться прямо зараз. Попик. Там в Телеграмі, окрім відео, ще теж є цікава і корисна інформація. І ми повинні з вами тримати постійний оперативний зв'язок. Незалежно від того, чи покаже вам про це YouTube. Слава Україні! Підпишись!